В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня в студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. 1750 кубометров талых вод откачали с улиц Якутска с начала весеннего сезона. Сегодня по городу курсируют от 10 до 15 ассенизаторских машин. В арктической зоне Якутии завершился сезонный техосмотр транспорта. Всего с января по апрель его прошли 455 машин. Делегация кинематографистов республики побывала на крупнейшем азиатском рынке. Они представили 20 фильмов якутского производства. Правительство республики разработало проект «Это-конкурс» исполнителя Лонхо на призы главы республики. Узнаем подробности о деталях. В Якутске проходит турнир по вольной борьбе. На ковре встретились спортсмены из разных стран. Узнаем, как прошел первый день состязаний. План перевозок по зимникам Якутии выполнен почти на 97%. В республике завершается сезон зимних дорог. На сегодняшний день доставлено 468 тысяч тонн жизненно важных грузов. План по завозу нефтепродуктов в арктические улусы выполнен на 97,5%. В связи с потеплением в регионе началось поэтапное снижение грузоподъемности. На федеральных ледовых переправах через реки Лена, Вилюй и Алдан лимит вскоре будет снижен до 20 тонн, а их полное закрытие намечено на 15 апреля. Региональные ледовые дороги Хатасы-Павловск и Кангаласы-Сотенцы сохраняют проезд до 40 тонн. Ориентировочно до 10 апреля в арктических районах закрытие автозимников ожидается в период с 20 по 25 апреля. С 15 апреля в республике перестанут работать большинство ледовых переправ, а именно закроются переправы на федеральной трассе Вилюй, на трассе Колыма, переправы через реку Алдан, на переправах Хатасы-Павловск, Кангаласы-Сотенцы пока еще придерживаются грузоподъемности в 40 тонн до 10 апреля. В центральной и арктической части районов уже вводятся ограничения на передвижение по льду. В арктической зоне ледовые переправы будут работать до 20-25 апреля в зависимости от погодных условий. По межсезонным перевозкам тоже, как обычно, перевозки уже запланированы, пассажирские перевозки. Здесь хочется отметить то, что 204 района, это города Якутска, Намыв, станции будут выполняться перевозки. На сегодня уже флот пассажирский готовится, предъявлены и проводится работа по трансфертам. В части железной дороги Якутии, по аэроботам уже подготовка есть определенная. И готовность воздушных судов в случае, например, как в предыдущие годы, в сложных условиях, когда будет, воздушные суда тоже будем привлекать полярных авиалиний. В арктической зоне Якутии завершился сезонный техосмотр транспорта. Всего с января по апрель его прошли 455 машин от мотоциклов до тяжелых грузовых машин. Техосмотр проходил в 9 улусах республики, где затруднена или вовсе отсутствует возможность проверить исправность своего автомобиля. Для этого в районе были направлены передвижные диагностические линии предприятия «Дороги Арктики». Они оснащены всем необходимым для полной диагностики техники, которая не отличается от той, что применяется на стационарных пунктах. Техосмотр проводится в связи с необходимостью прохождения техосмотра транспортных средств из-за отсутствия в северных и арктических районах пунктов технического осмотра. Так как в нашем предприятии мы получили разрешение на 4 передвижных диагностических линий проводить вне пункта технического осмотра транспортных средств, наше предприятие направляет в северные арктические районы, чтобы обеспечить безопасность дорожных движений, чтобы транспортные средства были исправны. В Нерюнгринском районе специалисты управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками госавтоинспекции проводят комплекс профилактических и контрольных мероприятий. Организованы совместные дежурства, в ходе которых осуществляется ветеринарный осмотр транспортных средств, перемещающих грузы животного происхождения. За период операции с 30 марта инспекторы проверили более 35 фур. По результатам контроля выявлено, что большинство перевозчиков соблюдают требования законодательства. Серьезных нарушений не зафиксировано. Данный надзор проводится, чтобы не допустить на территории Республики Саха-Якутия контрафактную продукцию и продукцию без документов. Инспекторы сельхознадзора после проверки смотрят, если там возятся тушки,
полутушки, да, то по необходимости инспектора госавтоинспекции составляют протокол досмотра. И уже машину вскрывают, под видеозапись, все как полагается по закону. Если груз не соответствует, то инспектора госавтоинспекции составляют рапорт, пишут КУСП и направляют в дежурную часть. Дальше работает уже следственно-оперативная группа. 1750 кубометров талых вод откачали с улицы Якутска с начала весеннего сезона. Это более чем на 1000 кубометров больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор жилкомсервиса Юрий Спиридонов. В настоящее время по городу курсируют от 10 до 15 ассенизаторских машин. При этом только одна в день может совершить в среднем 10 рейсов и собрать около 100 кубометров воды. Как отметил Спиридонов, коммунальные службы взяли под контроль ситуацию с лужами на дорогах и готовы даже к внезапному потеплению. Всего на балансе у города более 100 единиц спецтехники. Город готов к этому. Еще раз повторюсь, что у нас 30 машин в сутки готовы выходить на откачку города, плюс дополнительные подрядчики территориальных органов управления. Если горожанин заметит большую лужу, он может позвонить ИДДС, единую диспетчерскую службу. Дальше уже ИДДС передаст это либо территориальный орган управления, либо МУП жилкомсервис. С момента звонка в течение 5-10 минут заявка доходит до нас. В России более 2,5 миллионов человек страдают деменцией. За последние десятилетия болезнь заметно помолодела. Помочь пожилым людям с когнитивными нарушениями готова студия «Долгожить». В ее дневном стационаре на 15 коек. В течение 2 недель проводят специальные занятия. В работе используют нейрокогнитивную стимуляцию, элементы этнопедагогики. Традиционные формы общения и песни помогают пациентам улучшить внимание, мышление и память, а также снизить тревожность. Студия проводит консультации для родственников, организует выездные занятия на дому. В данное время у нас реализуется проект «Студия когнитивного здоровья Долгожить», который поддержан фондом президентских грантов. Нейротренеры, они в основном занимаются развитием памяти, мышления. И также самое главное их функции – это общение, это дать внимание человеку, пожилому человеку. Социальный фонд России в связи с майскими праздниками до конца апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. Уточняется, что досрочно будут перечислены единые пособия на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства в мае будут перечислены по стандартному графику 5 числа. В российских школах официально утверждена шкала оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. По данным Минпросвещения, эту модель поддержало большинство учителей, родителей и учеников за ее прозрачность и объективность. Критериями станут дисциплина, социальное взаимодействие и учебная активность, а выставлять оценку будут коллегиально. Масштабная апробация системы в регионах начнется в этом году, в 2027 учебном году, а повсеместное внедрение во всех школах страны запланировано на сентябрь 2027 года. Школьники Якутска шили самодельные талисманы для бойцов СВО. Акция берет свое начало с Нижнеколымского района и проводится уже 3-й год. Игрушечные белые медведи регулярно отправляются военнослужащим из Якутии на передовую. О том, как зародилось это доброе дело, расскажет Диана Антонова. Некоторые из ребят берут иголку с ниткой и шьют игрушки своими руками в первый раз. А все ради благой цели – изготовить уникальные талисманы для тех, кто сейчас сражается во благо родной страны. Так, ученики 40-й школы имени Николаева присоединились к республиканской акции, которая проводится при поддержке Якутского регионального штаба Комитета семей воинов Отечества. Семья, дом, родина для ребенка имеет огромное значение. И то, что вот сейчас мы шьем такие мишки, это связано с нашей родиной, с Якутией, с нашим домом, с нашей природой, с нашей семьей. Это для нас, для всех очень важно. Мастер-класс провели учащиеся и педагоги из чешской школы, которые шьют и отправляют игрушки бойцам уже не 1-й год. Они знают, что символы их поддержки и веры точно доедут до бойцов. Меня научила мама мишек шить. Мне где-то было 8-9 лет, как я начала шить мишек. А я был на художке, и мы шили мишек много раз.
чтобы солдаты верили в себя и знали, что Родина всегда с ними. Плюшевых белых мишек начали делать еще в 2024 году в Нижнеколымском улусе поселка Черский. Акцию поддержал глава республики Айсен Николаев, который участвовал в процессе вместе с детьми. Мишек мы сшили, отправили бойцам с Нижнеколымского района, с республики Саха-Якутия. Также передали главе республики Айсену Сергеевичу и президенту Владимиру Путину. Мы тоже передали белого мишку. Придумала наша педагог Бережнова Валерия Святославовна как талисман участникам специальной военной операции. Также талисман был вручен и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко. С тех пор дети со всей республики продолжили их мастерить, и за 3 года бойцы получили более 200 мишек, которые уже успели завоевать сердца многих бойцов. Эти мишки, эти игрушки, письма, которые мы получаем от детей, согревают нас, скрашивают наш суровый армейский быт. Белый медведь как талисман был выбран не случайно. Для жителей поселка это символ мужества, достоинства и чести. Плюшевые мишки стали для бойцов не просто талисманами, а напоминанием о родном крае, где живут их родные и близкие. Диана Антонова, Иван Таракаумов, Якутск. В Ленске жены участников СВО посетили мастер-класс по йоге. Провела его Лариса Рязанцева. Она познакомила женщин с основными упражнениями и дыхательными практиками, помогающими расслабиться, восстановить ритмичное дыхание, уменьшить скованность и зажимы в теле. Подробности далее в сюжете. В базовых техниках для новичков, вот как мы с вами сегодня, эта техника делается только лежа. Мы сняли осевую нагрузку, разгрузили поясничный отдел, и поворачиваем таз по отношению к грудной клетке. И таким образом улучшаем проприоцептивную систему, чувствительность в этой области и усиливаем кровообращение. Ненавязчивая музыка, приятный голос инструктора, расслабленное тело. Для этих женщин занятие йогой стало временем, когда можно ненадолго расслабиться и забыть о переживаниях. Их жизни напрямую связаны со специальной военной операцией. Мастер-класс сегодняшний прошел в такой мягкой обстановке, прям душевный покой, не напряжения какого-то, то есть расслабление вообще по полной. Это что для нас в нашей ситуации очень важно, уметь расслабляться, уметь остановиться в нашей, в принципе, ежедневной беготне, суете, плюс вот эта вся тревожность всегда. Мастер-класс провела Лариса Рязанцева, основатель студии оздоровительных практик, специалист по восстановлению йога-терапевт. Под ее руководством участницы освоили различные дыхательные техники и медитации, которые помогают снять стресс, зарядиться энергией и найти внутренний баланс. Первый, вот мы уже только что завершили, была основа йога-терапия опорно-двигательного аппарата, работа с позвоночником. И мне хотелось дать совсем базовые техники, чтобы девушки могли самостоятельно дома их выполнять. Небольшая медитативная практика была, которую тоже инструменты не могут забрать и выполнять самостоятельно. И они позволят нам вспомнить, подсветить истории из детства. Мы попробуем их проговорить. Во второй части участницы мастер-класса работали с ассоциациями, воспоминаниями. Девушки, глядя на специальные карточки, вспомнили истории из детства. Это позволило им поближе познакомиться, а также, по словам йога-терапевта, найти возможности и ресурсы, которые помогут восстанавливаться в сложный период своей жизни. Я помню себя в детстве. Я помню себя в детстве. У меня была, не знаю, откуда взялась, очень такая широкая юбка-солнышко. Вот, и я любила ее надевать и кружиться. К нам приходили соседи там с родителями. Я эту юбку надевала, и сосед меня все дразнил. Не крутится, не крутится. Я надевала эту юбку и прямо вот так до упаду кружилась. Это мероприятие стало не только возможностью познакомиться с новой практикой, но и отличным способом провести время в кругу единомышленников. Атмосфера была наполнена теплом, поддержкой и взаимопониманием. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутский кинодесант на международной арене. В прошлом месяце делегация кинематографистов республики побывала на крупнейшем азиатском рынке «Филмарт». В рамках пресс-конференции медиатворцы поделились, что в Гонконге они представили 20 фильмов якутского производства. Особый интерес у иностранных дистрибьюторов вызвали наши документальные фильмы. «Холод как визитная карточка» в очередной раз себя оправдал. Удалось достичь договоренности по игровым картинам. Это уже вышедшие в прокат «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой и премьера «Пентхаус» Степана Бурнашова. Но это не предел, уверены кинематографисты. Сотрудничество с зарубежными коллегами будет только расширяться. Речь идет не только об экспорте, но и копродукции.
Мы планируем создать в конце этого года фонд развития кино Якутии объемом до 200 миллионов рублей, чтобы мы выделяли деньги не именно на создание кинофильмов, а на их постпродакшн и на их маркетинг. Самое важное – вкладываться в маркетинг, чтобы наши фильмы смотрели во всем мире, чтобы люди узнавали о них. У нас отлично снимают фильмы. У нас сейчас, мне кажется, наше кино достигло некого потолка, когда наше кино собирает до 50 миллионов рублей на нашем рынке, но очень важно выходить сейчас за пределы. Прошло 20 лет по признанию Олонхо всемирным шедевром ЮНЕСКО. В преддверии третьего десятилетия Олонхо правительство республики разработало очень интересный проект. Это конкурс исполнителей Олонхо на призы главы республики. Особенность этого конкурса заключается в том, что Олонхосуд исполняют Олонхо полностью, без ограничений по времени и без урезания отрывков. Положение разработано и будет проходить в 3 этапа. Первый этап – около часа, второй этап – около 4 часов и третий, завершающий этап – не менее 8 часов. Мы максимально старались ставить такие большие цели, максимальные цели, не ограничивать наших исполнителей по Олонхо по времени или по тексту. Это создаст возможность для развития наших исполнителей. Сегодня достаточное количество исполнителей Олонхо воспитано в нашей республике, в каждом улусе. И теперь пришел новый этап развития, это исполнение традиционного стиля Олонхо. Надеюсь, что конкурс будет интересный и будет одним из этапов развития Олонхо в нашей республике. Мирным стартовала новая спортивная традиция. Здесь впервые прошли соревнования по нардам среди представителей национально-культурных объединений Мирнинской ассамблеи народов. Турнир стал символичным началом серии блиц-соревнований, посвященных Году единства народов России. За досками встретились представители армянского, якутского, бурятского и других объединений ассамблеи. Организаторы отмечают, интерес к интеллектуальному спорту в городе высок, а атмосфера на турнире была по-настоящему дружеской и объединяющей. У нас блиц-турниры ассамблеи Мирнинского отделения проводятся ежегодно, но в этом году мы сделали акцент именно на национальные виды спорта, так как год у нас посвящен Году единства народов России в Российской Федерации. Первое место занял Сос Манукян из армянского объединения «Арарат». Свою победу он посвятил дочери и отметил высокий уровень соперников. В семье Манукяна любят спорт. Сын Сос – чемпион Якутии по бильярду, а сам победитель старается не пропускать турниры по нардам. Вообще это наша армянская национальная игра. Должны играть все. Когда нечего делать, хорошее время проводим. Так что очень хорошо. Правой рукой еще лучше играю. Мне правой рукой везет. Вообще-то я в Якутии живу уже с 96-го года. Мин Саха. Организаторы обещают, следующие этапы блиц-серии пройдут с не меньшим размахом. Ведь такие события – отличный повод для встречи, общения и укрепления дружбы между народами. В Мирном уверены, интеллектуальные игры объединяют не хуже спортивных состязаний, а нарды становятся новой площадкой для диалога культур и традиций. Анна Васильева, Мирный. 50 лет назад Якутию объединил дух победы. 3 наших борца поднялись на олимпийский пьедестал. Сегодня этот триумф празднуют соревнованиями имени Павла Пинигина, золотого призера игр. Медали оспорят спортсмены из Таджикистана, Кыргызстана, Монголии и Казахстана. Как прошел первый день состязаний, узнавала наша съемочная группа. И восторг победы, и горечь поражений. Нервы на пределе даже у тренеров. Вытащи, вытащи! Вся палитра эмоций здесь, на соревнованиях имени Павла Пинигина. В этом году они приурочены к 50-летию легендарной победы в Монреале. Такой особенный юбилей празднуют соответствующе рекордным количеством участников. Якутск собрал больше 1200 спортсменов. 6-й раз приезжаю в этом году на эту землю. С каждым годом все удивляюсь уровнем турнира. С каждым годом география увеличивается. Когда приезжал, 3 ковра были. Мы на помосте боролись. У нас тоже есть помост, но все равно удивлялись. 3 ковра. А в этом году 5 ковров. Я вообще в шоке был.
Аж на 5, кстати, как и олимпийских колец коврах, пройдут сразу 3 турнира. Республиканский среди самых юных борцов, всероссийский и международный для спортсменов постарше. Первыми на помост вышли младшие участники. Наблюдает за схватками сам виновник торжества. Маленькие всегда интересные. 24 килограмма, вот это они. Вот видел, там новый прием уже начали делать. И такие координированные. Каждый победитель делает сальто. Я лично так не делал сальто. Они, значит, дальше пойдут. А вот и первые триумфаторы. С золотой медалью наперевес на пьедестале возвышается представитель сунтарского улуса Виктор Эверстов. Борьбу вырывал зубами. Не обошлось без фингала и даже крови. Зато второй год подряд душу греет чемпионский пояс. Финальная схватка хорошо. Ну, а так, в прошлом году финальная схватка была чуть полегче, но в этом году потяжелее. И это только начало. Следующие 2 дня обещают быть не менее зрелищными. Вход для болельщиков бесплатный. Поддержать борцов можно в Центре спортивной подготовки «Триумф». Эржена Гармаева, Илья Сыромятников, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.